Я нахожусь в историческом парке «Россия. Моя история». Сейчас в столице Якутии проходит 10-й съезд муниципальных образований Якутии. 35 улусов, городских округов все вместе собрались, чтобы решить и понять, как управлять и развивать нашу республику. Сегодня мы проводим 10-й съезд муниципальных образований, глав и представительных органов местного самоуправления. Это 20-й подсчет, 20 лет назад он был организован. И нужно сказать, что действительно наступило время тогда, когда никто не может остаться в стороне, никто не может занимать иждивенческую позицию, а все вместе в едином понимании должны развивать республику. Любое движение, любой поезд пойдет лишь только тогда, когда действия будут синхронизированы. Именно сегодня мы говорим о синхронизации действий, а не о растягивании республики в разные стороны. И мы же часто задаем вопрос, а куда мы идем? В стратегических указах главы Республики Саха-Якутия все очень четко написано. Если будем идти в одном направлении, однозначно это даст благо жителям нашей республики. В нашей стране сложилась положительная практика, когда многие муниципалитеты имеют возможность участвовать в федеральных проектах. Это возможно только при поддержке субъекта Российской Федерации, руководства республики. В частности, за предыдущий республика Сен-Сергеевича Николаева, правительство республики за такую всеобъемлющую поддержку наших инициатив, наказов наших жителей. Очень большой эффект нам дает реконструкция и строительство федеральной дороги Вилюй. Буквально недавно был завершен участок между, пользуясь случаем, хотя бы поблагодарить и Бердигистяхом. В последующем завершена работа между Бердигистяхом и Асумой. Мы очень надеемся, что эта работа будет продолжена. И второй очень важный момент – это, конечно же, газификация села Бердигистях, районного центра, села Асума. Вот это то, что произошло буквально в прошлые годы. Мы посчитали, благодаря газификации, переходу населения бюджетных учреждений на газовое топливо, с 2021 года республика сэкономила порядка 1,5 миллиарда рублей. Это вот только на субсидии ОКК, так называемые субсидии ОКК коммунального комплекса. Позапрошлом году стали первым муниципальным районом, получившим грант главы республики по поддержке семейной демографической политики среди муниципалитетов нашей республики. Та работа, которая проводится в нашем районе, она отмечена на уровне республики, и мы очень рады за это. Постановка показателя, к которым стремятся муниципалитеты, это базовая история. Да? Есть показатели, которые нужно достичь. Проектное управление именно дает возможность это делать. Есть сроки, есть показатели. И тогда у руководителя есть и возможность это реализовывать, и есть ощущение, что он что-то сделал вместе со всеми. Поэтому четче стало. И, конечно, да, куча процессов ушло, потому что, во-первых, применяются новые базы данных, во-первых, сняты практически с муниципалитетов вопросы, связанные, например, с количеством граждан-льготников, потому что это уже в базах, а с количеством каких-то, домовладений, это уже в базах. То есть система баз данных, которая уже сегодня есть, она уже позволяет управлять путем клавиш. Да? Самое главное во всех этих моментах просто не потерять человеческого отношения. Самое главное муниципалитетам, это они работали как единая команда. Не случайно у якутского народа есть пословица «Народ кюге, камир кюге». Сила народа в силе природы. Если объединяются они, как одна команда действует, любые преграды. Это неоднократно в своей жизни народ республики доказал. Особенно
вот 90-е годы. Второе. Все же кадры должны учиться. Кадры не только специальность должны иметь, а должны быть компетентны. Вот компетенции многих людей не хватает. Потому что сегодняшняя постановка вопроса во всех плоскостях требует компетенции. Быть компетентным в том или ином вопросе. Ну и последнее, я думаю, сегодня поставлены руководством республики, главой республики Алексеем Сергеевичем очень амбициозные задачи. Быть лидером многих вопросов России. Так? Это его и предвыборная вот была, послевыборная, она реализуется в указах его. Подумайте сами, находясь в таких труднейших климатических условиях, удаленности от центра, отсутствием хорошей инфраструктуры, поставить эту задачу, быть в лидерстве, по ряду позиций, будь это образование, будь это здравоохранение, будь это продолжительность жизни, будь это демография и так далее, это сложная задача. Нам очень серьезно надо поработать, потому что мы сегодня не ахти первых рядах по этим направлениям. Я желаю всем жителям нашей республики во главе с муниципалитетами, во главе руководством республики не на словах, а на деле быть сплоченными и работать над реализацией национальных проектов, которые ставятся сегодня во всей России. В историческом парке проходит День открытых дверей филиала Центра «Воин». Это центр развития военно-спортивной подготовки и воспитания, патриотического воспитания молодежи в Республике Саха-Якутия. Основная цель Центра «Воин» – это привить воинские навыки со школьной скамьи нашей молодежи. Нашему центру в этом году исполнилось 2 года. Мы не только выступаем в роли патриотического какого-то движения, мы также работаем со школьниками, со студентами. Интерес очень на высоком уровне. Молодежь все-таки, вот как я понимаю, они не принимают это как развлечение все-таки. Это серьезное дело. Они самое главное учатся умениям, навыкам, которые, возможно, они нужны будут не только, в боевых действиях, но они будут нужны и в мирное время. В Центр ВОН я попал абсолютно случайно. Пошел в лагерь «Время юных героев». И там, оказывается, был отбор в сборную республики. Я прошел этот отбор, и мы со сборной начали тренироваться. Тренировались, в итоге выиграли отбор с лучшим временем в городе Волгограде. И потом финал, который проходил здесь, в Якутии, тоже заняли 1 место, тем самым выиграв первые всероссийские игры «Путь воина». Наш центр подписал около 20 соглашений с учебными заведениями, и мы с ними тесно работаем. Приходим со всем своим оборудованием, со своими инструкторами. У нас работают 20 инструкторов, они все ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, все опытные, и все работают на результат, я бы сказал. Центр «Воин» – это не просто начальная военная подготовка, это обучение военному делу. Центр «Воин» приходит в учебное заведение уже с готовой программой. Поэтому я призываю учебные заведения, кто еще не подписал соглашение с филиалом «Центр ВОИН», подписать их. Ведь навыки военного дела – это и есть защита Родины и своей жизни. В историческом парке прошло мероприятие, посвященное Дню космоса.
Для ребят мы подготовили космовикторину от 5 до 7 класса с призовыми листами. Танцы с 2 часов у нас начались экскурсии, космоквесты, мастер-классы при поддержке нашей заочной библиотеки, хороших наших друзей, а также 8-битные, 16-битные ретро-игры. Всем спасибо, что вы подошли. Мне очень понравилась эта Олимпиада. Думаю, с классом, может быть, сходим на посещение выставок в музее. Мне понравилось все довольно-таки. Было интересно, познавательно, даже чего-то нового узнал. Рекомендую всем сюда прийти. Очень интересно и весело. Приходите в исторический парк. Здесь очень здорово. Исторический парк «Россия. Моя история» предлагает для всех желающих услуги по организации выставок, мастер-классов, различных презентаций, детских праздников, фотосессий, культурных встреч, деловых переговоров с кофе-брейком, а также видеоконференций и онлайн-встреч. Телефон 8 41 12 40 35 97. И от нашей передачи просьба: поддержите нас, купив книгу заслуженного деятеля культуры Якутии Галины Шелковниковой. Галина Александровна Шелковникова – отличник культуры СССР, заслуженный работник Министерства культуры Якутии, ветеран педагогического труда. Ее именем названа детская картинная галерея. Ушла из жизни 3 года назад. Ее сын Роберт Лабидес, режиссер-аниматор, член Союза кинематографистов России, ушел из жизни полгода назад. Для подготовки и установки памятника матери и сыну предлагаем выкупить книгу Галины Шелковниковой «Землю Аланхо. Рисуют дети» за 600 рублей. Книга находится в магазине исторического парка «Россия. Моя история». Все вопросы по телефону 8 914 758 111 сообщением или на электронную почту okrup.tvmail.sobaka.ru. С вами был Олег Желнин. До скорой встречи. Медиацентр «История» и мы приглашает в мир видеопроизводства исторического парка «Россия. Моя история». Мы предлагаем интернет-трансляции, многокамерную съемку, услуги видеооператоров, фотографа и режиссера монтажа, а также создание видеосюжетов и телепередач. Ждем вас по адресу город Якутск, улица Уткина, 5.